Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. В Чеченской Республике новый прокурор. На эту должность определен Арсан Адаев. Главе региона его представил заместитель генерального прокурора России. Спасибо, что вы приехали представить дом. Мы не подведем. Зарплату учителей повысят, а над сохранением чеченского языка будет работать новая терминологическая комиссия. Эти и другие вопросы Рамзан Хаджи Кадыров обсудил на совещании с социальным блоком. На следующий год дополнительно более 1 миллиарда 600 миллионов рублей будет добавлено, и это даст возможность увеличить в этой части переработки почти на 10% зарплату. Ачхой Мартан станет городом. Глава Чеченской Республики посетил стройплощадку, где скоро начнутся большие изменения. Детские сады есть, больницы есть, домашние есть, парковые зоны есть, Первым делом духовное возрождение. Фонд Кадырова восстанавливает мечеть и собор в Мариуполе. Там побывала наша съемочная группа. Фонд Ахмата Кадырова. Мечеть ремонтируется, реконструируется. Спасибо Рамзан Кадырова. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. Первое и последнее условие – иман-низка чохилар. Ой, духовный настрой олхуй сюнаха, син чагалла, иман чагалла, тамяха, важа, ой, материальный низк будет цулла, чохил бишхилар, и чохил чибема, ухунгара пойдет сирбат санне кипар. Ихилла пайамару саллаллаху алейхи вассалям, шей эскерна, вахилин хил йошилу, правил. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Чеченскую республику посетил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев. Он встретился с главой региона Рамзаном Хаджи Кадыровым. Цель визита – представление нового прокурора Чеченской Республики. На эту должность определен Арсан Адаев. Указ о назначении подписан президентом страны. Указа президента от 7 ноября прокурором Чеченской Республики назначен Адаев Арслан Ахметович. Я сегодня уже говорил, что в этом плане вновь назначенному прокурору проще. Он вырос, родился здесь, всю жизнь проработал в прокуратуре республики. Он хорошо знает людей, его хорошо знают. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за поддержку, за то, что вы всегда поддерживали, помогали создавать прокуратуру республики. Я считаю, что будущее впереди, будет принято решение в ближайшее время, и будем рады, получит новую должность согласно указу президента. Спасибо, что вы приехали представить дом. Мы не подведем дом и будем работать. Рамзан Хаджи Кадыров отметил заслуги прежнего прокурора Шарпуди Абдулкадырова. Он внес огромный вклад в восстановление законности и правопорядка в регионе. Глава субъекта не сомневается, что его преемник оправдает доверие президента и народа. Рамзан Хаджи Кадыров провел встречу с министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Они обсудили вопросы работы ведомства. Большое внимание министерством уделяется доведению до общественности реальной картины специальной военной операции. Подробности в нашем следующем материале. Донести до каждого цели и задачи специальной военной операции. Такая задача стоит перед Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации по поручению главы региона. И с этим ведомство справляется, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Общей республики Абинансаж, за пределами республики Дон, так газет, радио, телевидение, особенно в соцсетях Дона, правда донести до населения, до общества, до Белословия. Ахмед Дудаев отметил особую роль регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в деятельности министерства. Благотворительная организация оказывает материальную помощь работникам СМИ.
Дохер Бодагдича, технические оснащения, финансово-материальное состояние, в министерстве, в подведомственных организациях, проблемы. Он вел любое техническое оборудование, даже вплоть до улучшения жилищных условий, материальная и финансовая помощь в оказании медицинских услуг, да, МВ, дохер да ирпача Амад Хаджида Аллах, фонд Биртун, да, МБшна осталду. Проблемы с вещью оборудования, условия, ресурсов, тогда кенди каршахтун, да или ответственность коуча, специалист профессионал, шальчана, проблемы, да, Работа СМИ региона сфокусирована на освещении темы специальной военной операции. По словам министра, в зоне ее проведения находится группа чеченских журналистов. Они оперативно предоставляют всю необходимую информацию. Помимо этого, не обходятся без внимания вопросы экономического и социального развития региона. Очень проблем целый, самый главный, да, технический дом, да, правительство, верховки, хаджар дом, да. Ну, на самом деле, да, он бывает специализация проводит без очень альбермели, что он дикбелаш без будешь наградом, да, он представляет баби, да, он дальше, да, он зарисовать też, да, он наравне, да, он хоть как был, да, он спецбодозденщик, да, он царь, да, он Huis boos, dat is dan. Ja, dat zie je. Het gaat gewoon boerbaan, dus we mitstad dan, coach geluk. Want daar is iets daar waar je stok aan staat, daar stem is weer staan. Daar kan je toen je schoon die kiest dan dat huis die dan, daar is dat soort dan. Het heb hem los, ilalos, je zijn daar dan best goed zo te doen. Sociaal lamas honderd zo maar aan koop dan. Zodan dalla ibadat hunda sahas hunda sundala wala irada daka sundala niet dat sadastan sundala yo to porzo slučajem dan mosto da iš na našem dan ja dakalan ja da lazlo do lazin še čovjek štab dan dikan zajev wel da ga bolo beš als bol dan way da do dan Ja, mi uč dan, daka nah dan, daka da doč dan, gubintalne pomoći, nećem ta dakle risi, da mađu dan, ne doš, ideći dan, bok ješ dan, devetloš dan, ujuš lijeć dan, očerić dan, kožerta, očerić dan, je teglerdas. I vajn dol hadu se ja tegdas dan, i vajn čat van bolines, van bolines dan. ويدل جاتيماتيك خير سياتيماتيك خير داستان سندلونا سيس سوت سيدان ششبوك اداك دانا حديل دين هر وقت دان يسيدان مجلان دان سندلا دامولا دانا وي دام ديل دين جادل دان جابنا Сам Ахмед Дудаев не единожды отправлялся на территории освобожденных ДНР и ЛНР, занимался активным налаживанием контактов. Благодаря его работе до общественности доходит реальная картина происходящего, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Лидер субъекта выразил министру благодарность за высокий профессионализм и пожелал успехов работникам СМИ. Ислам Ершов, Аслан Лисхаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Переговоры с Украиной невозможны, пока не будут уничтожены все нацисты. Об этом заявил Рамзан Хаджи Кадыров на совещании с представителями силовых ведомств. Руководитель региона также отметил, что защита населения страны превыше всего. Для этого необходимо постоянно готовить резерв. Обо всем подробнее в следующем материале. На повестке совещания с руководителями правоохранительных и силовых структур ситуация вокруг СВО. Рамзан Хаджи Кадыров напоминает об истинных мотивах спецоперации, не только спасения жизни мирных жителей, но и защиты традиций, культурных ценностей и свободы вероисповедания. Hoćeš guldel dana, больше 50 стран мира дана, спецслужб ama ben habakiden bola, işabeşran, işaben tek ortaltan, yüzçülük, yüzçük dana, ve maktan binavay dela dana, угроза безопасности общества дана, республики дана, дайол шеца и ондаджи, вокруг нашего государства дана, гущу атмосферу, гущу кой дана. Атмосфера гущу чвега, тендал
ماستل دوت شويك تندعلت لا شو شويك تندعل دعلات لا شو دانا تن إيمان زعبدو تندونال دان كزيدو تنخشل ينيات سعد مردوشدو هنداشي دانا تسال باشدلهمش دانا نخشوشن دان دوش خشي دان دي ريزوس داشتان اورش خشي دان وي تشوح اورش خش دوزلو عدان وين يحداشدلهمش دانا ليلو ديز إخل ديز باش دان همشدو. Республиканский штаб СВО под руководством Магомеда Даудова тщательно следит за потребностями бойцов на передовой. Выступая с докладом, председатель парламента отметил, что помощь от главы республики невозможно переоценить, а поддержка от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доходит до всех, кто нуждается. Благотворительная организация передала более 20 тысяч тонн гуманитарного груза населению новых регионов. Как мы знаем, наш национальный лидер, глава Чеченской республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров принимает самое деятельное участие в специальной военной операции и вносит огромный вклад в укрепление стабильности, целостности и безопасности нашей Родины. Оказывает огромную помощь в формировании, обучении и снабжении отрядов добровольцев со всей России. Закупает для бойцов военную технику, обмундирование, амуницию, продовольствие и все необходимое для успешного решения боевых задач. Также по вашей инициативе, Рамзан Ахматович, из числа чеченцев сформированы полк и 3 батальона в составе Минобороны Российской Федерации, а также полк в составе Росгвардии. Бойцы из Чеченской республики показывают себя храбро и мужественно. Рамзан Хаджи Кадыров отмечает случаи, когда бойцы не хотят возвращаться домой, оставаясь рядом со своими товарищами. На самом деле, так زوايت وشلون ساعات ترى سؤال يوم عمله لوردي أجرون تصبوش دون وأنا سلا شيء دون شيء وش شيء جويل اشتري دقبو اشتري دون تعمل توالو يل دون وجه شيء دلز دون توال نوات دون دون تحت سيم problem شغل يشتغل حاجة عادي توالو يدعى ساعتي شاش بور باتسير دون شاش مور دون باشه وجه بيلها بيلش دون وردات شاش دون عاش وقع تصدق دي تعال قيمة لهوري وطعين وقع عيد طباش وتصجع دون وين خزاخيتش ويدقي ديش دقيتين بوك انت دون يشنوشي قوم كنش دون مقابل باكش دون شاش لامش دو شاش مارمدش خوب شاش دون باش ديرس بوتشارجي تي لامزي مارغيت حا احمن دون بيت بات نكسن اتيبهم دون اتيبهم Защита страны превыше всего. Глава республики отметил, что необходимо готовить резерв постоянно. Помимо начальника рода хаунка камаджи мосудан кичхлуиш фудастан шавериги дана وحاله مخبر جباير شو بوشتان جباير شو التعش شاوك ستردنك زودات تجدان لولا ويج تيقشتان هوردان بالخوت متك شتات يالش خوت رباش ريزيرو خلي ريزيرو يولشان نوين دان تان بدوات ستشو بدان آچار دود لأن شالا دان هو ريزيرو بولشان دست دان شو پروست سال دان حباش كنا شو سعي شو شيء دان وچينش يش كده دان تردان بالا ولا ستركتوري بالا وش دان سعيد شو مسألة شتات يجيش مسألة ساعات عام ما يش سان ايوه شو ما يش يعني пол забитых шайсташ ну по следующим дона юешкала дона ахция дона резерв хрюдас дона так вой дона угли хал дона öyle deymiş bolçak dona tak Vay Martin bolçna dona Turk stamdaş dona ladu olurç ve ol dona ve nöt dona ve tiyadaloç علم بيرستات تركي بيرستات تحمدي بيرستات بقر ببلشي زت ريستا تركي تحمدي بيرستات قاعد حلا دون ومخت دون حاجة مردي تحمدي دون كان حلا هواش
видно Рамзаниgan don замуфти волдон Туркей беш тут сега дон шаш туркштига будас дон. Рамзан Хаджи Кадыров напомнил об одной из главных целей СВО – денацификация. Он заявил, что переговоры с Украиной возможны только после полного уничтожения всех нацистов. Чекбер был доктор, но он чек базаля и переговорщина и бюхомштига и саюштана. Азовши, мазовши, гонядыныш, штана. Мы против переговоров, да, сказать, категорически, да, стан. Уже один уничтожить дон, Турция да играл фильм, хайалин дон, хоккей дон, хайал пожизненный тан, хенчта, чуяк дон, или расстрелять дон. Да, вооруженные силы СБУ, мы понимаем, они госслужащие, будущие дон, Минобороны, будут спецслужбы, да, стан. Мы понимаем, фашизм дон. Нацизм, дон, сатанизм, дон, дон, дини, дон, абсолютно дон. О чем говорит, о каких переговорах, да, вообще, да, я вообще представления не имею, да, сюда, если мы начали, да, проведение СВО, да, надо закончить, да, полностью, Хурмаезер, да, до конца дойти до Киева, да, и Чуадун, да, Шалакеш, да, вы, كتعمد سبعة دابو لدونا وإذا نيت دون ديرشي دون وإدير دو وإذا نيس بدون. Чеченские бойцы, участвующие в спецоперации, поставили для себя задачу спасти как можно больше жизней. Благодаря их качественной подготовке, подкрепленной храбростью, удалось освободить от нацистов огромную часть Донбасса. Мухаммад Жамалыла, Вискан Даудов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Зарплаты учителей вырастут в следующем году. Об этом главе Чеченской Республики доложил председатель правительства Муслим Хучиев. Также в школы региона закуплены сотни тысяч учебников по родной литературе. А несмотря на сложную ситуацию в мире, Чеченская Республика в лидерах по темпам реализации национальных проектов. О чем еще говорили на совещании Рамзана Хаджи Кадырова с представителями социального блока, расскажет Седа Хасиева. Благосостояние населения повышается, а вместе с ним и продолжительность жизни. Эти и другие актуальные вопросы, касающиеся здравоохранения, образования и культуры, глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров обсудил вместе с представителями социального блока. Буабартер дона, хал дона, республика, нас отношения талурю дон, то дело дон, республика, хал дихритрам, не хаш коч деш дон, еш больничный либерационный центр, школы, детские сады дон, боссу дон, направление хавай, положительной динамики кто там, хавай на жаловаться население сана направление дон. Пенсионные по инвалидности, мусу халячона, цадон, язин, жалоб дон, хрустацойна дон, милхтминтруд, бачля любой направление халячона, цавон, жалобсти, что так вас дон, и все-таки дон, любой бог дон, какие-то дикбабиеш будут дон, он даже воин гушту дюняч лошадь хал дон, весь мир, весь мир холли дон, если вокруг России يوصل دون قصدار شيء دون وين دعوة الشيء دون خدعة دون أفريقيا قول دون دعوة كيش مش بيشغلش أصلا دون قصدار دون وش شيء سانكش فيستين دون ويبقى رسي دون ekonomiskt planering için diabolier to kandier da si uksal için ve gushtuent vam da büyük poloje isput koç bu don da ve kenti da loç bu da don da alt boluşun da kalanca da az oldu öyle için da marşal aslında da bol كده بابدان أتخذت بابدان خلق دو بابدان تدل خوبشي دو باب خلق دانه خلوت يعرف أدم دانه أبرد جادل ديش دان شيء سويرتيت شيء بقول درس безопасность دان سوي يادان أتستعيد ديش تو مسألة دستان. В Чеченской Республике успешно идет реализация национальных проектов. Более того, несмотря на санкции и прочие сложности, рынок труда в регионе остается стабильным. Об этом главе региона доложил вице-премьер правительства по социальному блоку Адам Алханов. В текущем году в рамках национального проекта здравоохранения ведется строительство 4 и реконструкция 3 объектов здравоохранения на общую сумму 223 миллиона рублей.
По национальному проекту демографии ведется строительство одной дошкольной образовательной организации на 140 мест на общую сумму 164 миллиона рублей и 2 спортивных объекта на общую сумму 482 миллиона рублей. Также в рамках национального проекта образования ведется строительство 40 общеобразовательных школ на 24 308 мест на общую сумму 22 миллиарда 781 миллиона рублей, из которых 15 школ введены в эксплуатацию в этом году и 25 школ являются переходящим на 2023 год. Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев доложил, что в грядущем году сотрудникам образовательных учреждений увеличат заработную плату. В 2023 году у нас предусмотрено к тем 16,7 миллиардов рублей, которые были Хокширадул Ахштуи. На следующий год дополнительно более 1 миллиарда 600 миллионов рублей будет добавлено, и это даст возможность увеличить вот в этой части переработки почти на 10% зарплату. Выплаты, которые социальные выплаты, от на Осалдовен по Чечне, вот от 3 до 7 лет 164 052 ребенка получает эту сумму, эту выплату, это более 15 миллиардов. Что это хаздеса док на Осалдов многодетным семьям. Также от 8 до 17 лет 245 399 бельду и ахчуюч на сумму более 18 миллиардов рублей. Благодаря содействию главы Чеченской Республики в школы поступило 200 000 учебников известных российских авторов и коллективов, столько же книг и по родной литературе. Об этом рассказал министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааев. Он отметил, что регион находится в числе лидеров по реализации национального проекта образования. В этом году мы впервые в республике в 9 классах провели изложение по русскому языку, и мы эти работы уже проводим не в форме, как обычно каждый в своем классе, в своей школе, а в форме организации пунктов приема экзамена во время единого государственного экзамена. Это строго под контролем. Порядка 30 000 девятиклассников у нас написали изложение. Результаты мы уже сегодня получили. Сами себе мы добавили огромный объем работы. У нас выявилось огромное количество проблем, пробелов, которые мы уже и то же самое мы планируем в начале декабря для 11-классников также написать сочинение. Это будет как допуск к ЕГЭ. Также порядка 150 000 школьников у нас написали всероссийские проверочные работы, также под контролем. И мы надеемся, что мы таким образом уже до конца текущего года настоящую проблему в 4, 5, 9 и 11 классах выявим и уже будем переходить непосредственно к лечению этой проблемы. В ходе совещания глава Чеченской Республики поручил руководителю администрации главы и правительства региона Галасу Таймасханову возглавить терминологическую комиссию по чеченскому языку и поднять на более высокий уровень работу по его популяризации и сохранению. С докладом выступил министр здравоохранения Сулейман Ларсанов. Он выразил благодарность региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за помощь, оказанную новым регионам России в сфере медицины на общую сумму более 110 миллионов рублей. Основная проблема, которая сейчас в мире, это ранее Адам Усланович доложил, это пандемия новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в республике ситуация контролируемая. Ежедневно проводится тестирование с охватом 155 на 100 тысяч населения. В этом направлении у нас работа налажена, и по ревакцинации у нас подлежало 610 000 человек. На сегодняшний день ревакцинировано 574 000 человек, что составляет 93,4% от плана. Завершилось совещание докладом Мансура Салтаева, уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. По его словам, нет ни единого зафиксированного случая, который связан с нарушением прав жителей региона. Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил всех и призвал усилить работу по всем направлениям. Седа Хасиева, Адам Нехьяев, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров посетил с инспекцией Серноводский район. Глава региона осмотрел предприятие «Чеченские минеральные воды». Он проверил выпускаемую продукцию, а также санитарное состояние завода. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что планируется расширить производственную мощность предприятия. Также глава региона посетил строительную площадку военного городка и санаторно-оздоровительный курорт Серноводск-Кавказский. Подробнее расскажет Диана Хармуш. Проверить ход работы на заводе «Чеченские минеральные воды» Рамзан Хаджи Кадыров приехал лично. Сотрудники предприятия провели экскурсию главе региона, рассказали о потенциале предприятия, штате работников и выпускаемой продукции.
регион практически юл федерального округа, продукцию, Дагестан, Осетия, Ингушетия, Нохчичу, мой торговый отдел, прямой дистрибуцию. На сегодняшний день почти 600 Балхову, Нохчичу, да, Мысловошко, Москва, офис, склады еще Москва, Казань, Челябинск, федеральная сеть полностью по России, Лентяду, Пятерки, Чуаду, Перекресток, Чуаду, Верная сеть, Чуаду. А продукция, да, что дая, еще ли, да. Я рахис хаяш каждый маслен запасе хажнал. Маслен запас бухают, сходишь к дасхо, сидят уже торговые точки. Регион шадасхо. В ходе инспекции главе региона показали новый дизайн упаковки и рассказали о планах дальнейшего продвижения. Завод выпускает более 50 наименований продукции. Главное ее преимущество – отсутствие консервантов. Продукция пользуется популярностью не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Новый дизайн, что вы рассмотрите? Специалист. Уже новый дизайн, что стеклянный, что келшиш наш. Пластика келшиш наш. Должно в большей степени на стеклянный переход швой, он более дикфилей товар мадо. Келлини да, вот и швой уже в следующем году уже келлини, кел рабочий, не старше амална. Глава республики также посетил строительную площадку нового военного городка. Он возводится в селе Серноводское. В городке будут созданы все условия. Строительство объекта ведется с опережением графика. Сейчас идут фасадные и внутренние работы. Полностью по требованиям совершения надзорного органа решили соблюдать лишь подземные коммуникации практически порядка 80-85%. Уже отопление, канализации, ливневой канализации практически на стадии завершения еще. Блочен модульный котельный век, посветальной канализации заказываем. Он магар окна, посадок уже утепление яла, хана и честь уже поэтап заводы изготовления. Сейчас сел соло, а чуть первый начал рисовать еще. А бахач сразу же уже следом полос парень ждал, ждал бахча. А он больше. Площадь территории 54 гектара. Площадь всех помещений 32 тысячи квадратных. В ходе рабочей поездки глава региона посетил санаторно-оздоровительный курорт Серноводск-Кавказский. Он пользуется большой популярностью и за пределами республики. 24/7 на связи Хутмат Рамзановна. Идея, что да, лараться, да, если честно. Каждый момент она с нами обсуждает, за каждого пациента переживает. خطمتنا ديل ريس خيل إتناق دليل شول هنا ديل ريس خيل أش ألق داش تخوك داش ليل شليل إسانا ديل ريس خيل خزع دق نخبو يكوتي دون دا حبوش نخبو والله بق مدوني телефонш моя царь бах кляша мабу самое главное наше гостеприимство никто не отменял оли ох Лёг цаёг бог, куда трек да лучше, а вот цаёг дешем да туда. Да, конечно, раз Москва баканча дучрек дон, гостеприимство дон. Конечно, агром завали что. Он дерез. В санатории глава региона побеседовал с пациентами. Персонал у вас. Где вы таких людей нашли? Мы же все такие, да, просто нас преподносят по-другому, да. Нет. Я уже поняла, вот все наши отдыхающие из вашей республики, такие все хорошие, все добрые. Вообще, а как готовят у вас хорошо. В завершении инспекции глава республики поблагодарил работников санатория за грамотную работу. Диана Хармуш, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Селу Ачхой-Мартан планируют придать статус города. В ближайшее время ожидаются масштабные строительные работы по облагораживанию территории села и возведению социальных объектов. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с председателем правительства региона Муслимом Хучиевым побывал в райцентре. Подробнее в следующем материале.
Ачхой Мартан развивается семимильными шагами. Здесь создаются все необходимые условия для комфортной жизни. В будущем село планируют превратить в город. Рамзан Хаджи Кадыров посетил площадку, где начнут строить объекты городской инфраструктуры. Центр духовного параметра, соответственно, дешево, когда стан. Очень мартания город деш, и да хабил гряка метадон, муслим зелу, а когда меткиадон, покай школе гряадон, хабил меткиака метадон, уже проект деш, тон наглядно войти, халас уртумадина мух, ё, дорабатывать дина положение дон, схавы шахл камел шулдадон, бобина дизайн. Рамзан Машоуил, да, Бертиюнь, Мосу, направление свечка, Одеш, материальный уровень, школы, садики, суна, цан юрчуаг, где-то 114 километров, водопровод, 5000 накопитель, очистное сооружение, вообще шик школы, Для получения статуса города в населенном пункте должно жить не менее 12 тысяч человек. В Ачхой-Мартане это число перевалило за 30 тысяч. Уже скоро село станет 7-м городом Чеченской Республики. Детские сады есть, больницы есть, ока домашние есть, ока парковые зоны есть, ока нахмелла есть. Спокойно ешь, на ардол, метигешь, как ока хихилч, на арвалах, метигешь, ока хаз-центр есть, на циган, йог центр. Идея кандо, всегда идея такого дон, всегда докум зая есть дон, тона зинор тулон, есть всегда хар как раз дон, вес дон, город даешь дон, даешь, пушишь дон, что хозмет кивает дон, так, стяхнет, тагадун дон, болабула буквы. В середине следующего года начнутся строительные работы. В ходе инспекции глава региона поручил сформировать оперативный штаб, который возглавит председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Больницкая действительно 43-го 57-го года больничный. Аварийный как раз из-за Юкиевича вписывается проект по городу. Юхинц кучуло сына и штаб коймен самдиду койда. Со временем в центре будущего города построят коммерческие и социальные объекты, многоквартирные дома, больницы, детские сады и зоны отдыха. В планах превратить Ачхой-Мартан в один из самых привлекательных и комфортных малых городов России, отметил глава региона. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства Чеченской Республики. Обсудили обращение граждан, взаимодействие с некоммерческими организациями и другие темы. Глава региона представил нового секретаря Совета безопасности республики. Сюжет Мухаммада Жамалуллейлы. Совещание Рамзана Хаджи Кадырова с руководителями структурных подразделений администрации главы и правительства Чеченской Республики начинается с представления нового секретаря Совета безопасности региона. Им стал Турпал Али Ибрагимов. Глава республики отметил его многолетний труд на пути Ахмата Хаджи Кадырова. Турпал Али имущество и земельных отношений. Мосфор регион шкаф большинство дона, Минсельхоз дона, ценовые дона, департамент ёж так, практически отдельно министерские метик бат, хогуша тиге нахва чадуин дон, дукковый дон, даскисан дол лат наш имущество, цаязин дон, когда дон и куритеш получил, когда бадавал был, хохан шиетекар шкоч дадалету был дон. В своем докладе руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики доложил о работе с обращениями граждан. С января по октябрь текущего года на работу устроено 442 человека, а 609 направлено на обучение. Полное взаимодействие со всеми секретариатами, вице-премьеру и в первую очередь с вашим секретариатом взаимодействию. Так, контроль поручений, ваших поручений, указаний, выполнений на постоянной основе. Так, подготовка совещаний,
Так, справочного материала мы взаимодействие с секретариатом проводим и ваш адрес тоже докладываем. Всего с января по октябрь 2022 года в управление поступило 9277 обращений. Из них принято и обработано устных поручений 4098, в том числе проведена информационно-справочная работа. С гражданами, посетившими непосредственно общественную приемную, письменных обращений 4279, в том числе коллективных 51. В том числе в адрес главы поступило 3675 обращений. С муниципалитетами, с органами исполнительной власти, но дух ерше разъяснительный, бог боя, дакиета бой, и за одни слушают, ишь бог бешем захват. Рамзан Хаджи Кадыров отметил большой объем работы в решении жилищных проблем граждан. Однако бывают случаи обращения с просьбами о постройке дома или покупке квартиры от жителей, которые в них не нуждаются. Глава республики поручил проверять такие заявления. И нормально هم думают حلقة منوشي دون وكذا وين دوش مهزر دون مثلا ليش دون شيء دون بيرش نطلش قياقوش دون يتعامل يفتولش نبوش دون خيني مبولة ويدا يحيوش دوين الدوش دون يسيح ولاتي مدي ويدوش هذا اللي ينوش الله دون هيل دون هم خلاص غيش يزود دون على يقي ويلا كورتري أو يلا أخشدي أو يلا هردي أقول شو عم يجري عش ساعة خلص دان يبقى المود ضيق يزوي داس كولتوري دان إذا سياقي ويدان يمرز دل دان نرمالنا هم دوماتش دان تيجاني مود دان سير سعدي هردان إخني جيز ربوت نص بتشعق لا يحشدان كشوات يشتو جيزان اللي يسموش أصلا استيوش يسندان وبشي بدي ببالوجن استرنا ما يوي يسمعنا استيعدان ناس يدان بوابة بيز غدا ينشن ولا ديز Рамзан Хаджи Кадыров поручил усилить разъяснительную работу с населением о целях и задачах специальной военной операции. добровольно وانا республика биш балахит бана бош хинси дон хор дон шеше роводешка полкишка резерв шуе создавать ештастон табик дон سنان سويت سوزت شو تسأل سوني على نسأل بوشة دانا شيء ماسك خدوق دات سدانا يزولم دانا نقصن راسي باش حلقة شدوا دانا أجري حلاوين دور ودسان سندل دان ملا وين ناس تبور رزيسيت نبال دان بيت بيش دان встречи ездят дон, а секретариаты дон, помощник дон, рабоч дон, непосредственно дон, еще курировать еще министерство, ука, справочник солоском сам вот это, справочник дон, хотя бета дон, бимбл бал дон, хок бал я харминуш ду, харминуш решать дадиш дон, хок кипр харминуш решать трудуб дон, хоры мак помощник киехал ездят, и длушу что дон, шеем кеть хабала ездят дон, и последний предупреждение. Директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслан Абдуллаев доложил о проделанной работе с некоммерческими организациями. В частности, это предоставление грантов главы республики на социально значимые проекты. По грантам выделено 3 300 000 ахштар и грант религиозная организация Ансар Хаджри Ючакел. Религиозная организация غيرها وهي زيرش ومحكعة زيرش إيش بالقلدوخشة جاين دردع سنة بالقلدقنا جرانتيو إشتا زعبنا خن بالقلدقنا جرانتيو إشتا всего Глава республики напомнил, что для повышения качества и эффективности работы необходимо тесное взаимодействие всех министерств и ведомств. Огромный ресурс сюда стал. Что и то, что у нас муссу министерство, ведомств, муниципальные, законодательные, муссу агора, что еще юадон. взаимодействие дон, лату дон, еще что сюда стало. Единая штука, что лату нас, дон, так, и так дон, вопрос, серьезный вопрос, да, проверить это дон, район обочинг дон. Все равно цена даст единое обращение, так вы сидите мне говорят, нарушить права, жизненные условия, дон, болезнь, ваш хуляц дон, координация действий дон, угич о дон, лату еще даст дон, истя бол дон, особо без масара дон. В решении
вопросов граждан играет большую роль и СМИ региона. С 2016 года по поручению главы республики действует проект прямых линий. За этот период поступило 13 тысяч обращений, большинство из которых уже рассмотрено. И с 2016 года 130 прямых эфиров мы провели, в рамках которых поступило почти 13 тысяч обращений от жителей республики, и не только республики. Большинство из них рассмотрено. В середине 2021 года, в прошлом году, июля, третий этап, в рамках третьего этапа 50 прямых эфиров провели, и в рамках третьего этапа поступило почти 3000 обращений, из которых 2265 обращений уже рассмотрено и взято на контроль. Шайл обращение рассмотреть. Я хочу создать комиссию по взаимодействию с руководителем администрации, главой правительства совместно. Мы наблюдаем такую тенденцию роста правовой грамотности, финансовой грамотности, любой поправка в какую-то статью, в курсе. Фонд изначально как увидели, мы как бы помогаем, эксперт короче, вы бюджет зарплаты, не сотрудник бюджетный зарплат дошел, так цали цадона, истяхдона, из ахцатин, и ахцатина, из положения, не так корвадон, указание, еще даская, коринчен дона, очень наградали. Завершая совещание, Рамзан Хаджи Кадыров пожелал собравшимся удачи и поручил усилить работу во всех направлениях. Мухаммад Жумалыла, Визхан Даудов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Чеченской Республике объединили Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство сельского хозяйства. Об этом глава региона объявил на совещании с членами администрации и правительства республики. Руководителем обновленного ведомства назначен заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ибрагим Закриев. Каждый раз есть изменения руководитель меняет вешивой, ради того, чтобы улучшить качество деятельности органов, Министерство имущества земельных отношений, министр руководитель совбеза, На совещании обсудили текущее состояние отдельных отраслей экономики. О положительной динамике в развитии агропромышленного комплекса Чеченской Республики рассказал Ибрагим Закриев, а о поступлениях в консолидированный бюджет доложил министр финансов Султан Тагаев. Также в ходе совещания Рамзан Хаджи Кадыров поручил включить в список на 100% возмещение оплаты ЖКУ семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Довести до движку, до получания тех налоги лизица, и налог до получения эмоции льготных пользуясь случаем льготных по коммунальному хозяйству Украина Цигава безмю, цигава, сатанизм, фашизм, шейк гибюхалдан, санкет метигу бедастан. Дела цигахдан, сдоказват дудан, он созайдран, тысячи лет хамер дошдан, хилдочки подоказват ду.
3 команды от республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант» стали финалистами всероссийского конкурса «Флагманы дополнительного образования». Сейчас идет подготовка к следующему этапу, который пройдет в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта образования. Подробнее об участниках конкурса и деятельности мобильного технопарка «Кванториум» расскажет Диана Хармуш. Команда Амира Абдулхаджиева – финалист всероссийского конкурса «Флагманы дополнительного образования». Уже в середине декабря они сразятся за звание лучших профессионалов в Санкт-Петербурге. Недавно мы участвовали в конкурсе «Флагманы в дополнительном образовании». С нашей организацией в финал прошло 3 команды, из Чеченской Республики прошло 4 команды. 14 декабря мы летим в Санкт-Петербург для уже финального участия и для победы, иншаллах. Проекты нам уже там скажут, какие мы должны делать, то есть там дадут задание, мы по этому заданию должны делать свой проект. Команда Амира – сотрудники мобильного технопарка «Кванториум». Каждые 2 недели они приезжают в разные районы Чеченской Республики и преподают в школах. Они обучают учащихся основам программирования, дизайну и созданию игр. Я веду направление VR и RIT, то есть мы здесь работаем на 3D-моделировании и разрабатываем игры. То есть работа идет у нас динамично, и дети увлекательностью работают у нас. Им интересно, и многие даже преуспевают в этом. Даже у них первый модуль, ребята неплохо работают. На этот раз сотрудники мобильного технопарка посетили Новоэнгенойскую среднюю школу. Они провели учащимся мастер-классы по 3D-моделированию и аэросъемке. Наша программа направлена на формирование у детей интереса и развития навыков для создания 3D-моделей, то есть промышленный дизайн. Также мы работаем в программе SketchUp для создания этих моделей, то есть 3D-моделей. То есть актуальность нашей программы заключается в том, что в течение всего обучения дети развивают в себе шаг за шагом творческие возможности, также самореализовываться в современном мире. Обучающийся геоквантом работает с космическими снимками, аэрофотосъемкой, разными пространственными данными, GPS и GLONASS. Строит 3D-города. Дети очень сильно заинтересованы, но если им показать квадрокоптеры, они активно проявляют интерес. Преподаватели мобильного технопарка готовят школьников к участию в различных конкурсах. Их ученики становятся победителями не только республиканских состязаний, но и всероссийских. Благодаря мобильному технопарку «Кванториум» я научился работать в программе SketchUp. В этой программе я создал эту модель. С этой моделью я участвовал в всероссийском фестивале и занял призовое место. Эту модель я создал за 17 часов и 38 минут. Я участвовал в всероссийском фестивале и занял там первое место. На эту работу мне ушло 24 часа. Модели своих проектов учащиеся Новоэнгенойской школы могут распечатать на 3D-принтере. На весь процесс может уйти несколько часов, а иногда и несколько дней. Все зависит от размера, материала и сложности модели. Полученную модель в формате STL перемещается в специальную программу. После этого, как вы видите, происходит процесс печати. Для очередного конкурса мы подготовили вот такую модель в виде национальной чеченской башни. Печать длилась в течение 4 дней. Детские технопарки «Кванториум» – новый формат дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет. Основной целью проекта является создание и развитие системы современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории всей страны. Диана Хармуш, Мовсар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. 21 ноября – Всемирный день телевидения. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей ООН еще в 1996 году. Несмотря на развитие интернета, телевидение остается важнейшим элементом жизни. Миллиарды людей узнают из экранов телевизоров о событиях во всех сферах. В Чеченской Республике 3 телеканала, которые вещают каждый день, оперативно и объективно доносят информацию до зрителей. Работает и первое в республике студенческое телевидение. Обо всем Седа Хасиева. 9 утра, начало нового рабочего дня. Впереди корреспондента телевидения ждут интересные выезды и множество приятных знакомств. Быть сотрудником СМИ непросто. Это интересная, но в то же время трудная работа. Например, задача репортера – собрать и обработать информацию, побывать на месте события и передать с помощью текста всю атмосферу. Но еще сложнее работа у редактора. Перед ним стоят самые разные задачи, и именно он несет ответственность за то, какими в итоге окажутся готовые материалы. Скоро будет 7 лет, как я работаю в телекомпании «Путь» имени Ахмада Хаджи Кадырова.
В круг моих обязанностей входит в основном работа над текстом. Это корректорская, редакторская работа, переводческая работа. Работа в телекомпании мне очень нравится. Это, наверное, самая лучшая работа в моей жизни. И я не кривлю душой. Действительно, я мечтал о том, чтобы работать в телекомпании, вообще в средствах массовой информации. С 23 августа 2007 года и по сей день сотрудники ТРК «Путь» работают над распространением исламских ценностей. Телерадиокомпания «Путь» таилчан ва лозум куйон элчи паймар дуашту халхадиннак саллаллаху алейхи вассалям баллигу анни валау ая шигар цаайт қачдай нахи дақачди алла дели элчи бесят саллаллаху алейхи вассалям қочдар иал шуйш илозун гёрша дахуш бохбу حق نيغد إحا سأتوا بنا رسيبا جاق إحا ليتنزي يوش صعبية يوش إسلامسكي تلويدين يوهرا ويا نووي إستوري نوخجوشوه قلوشا كوارتح لاتين خلوش والله هر أما هلا كلار خديل بربانسا حال داخل خلوش والله أعمل عجاز أنا خيولوشا قوزع سوى بوها بيش خلرنا رمضان حاجت وين هرتيشا بلرنا وين جو دقر بركة الآلاق. Вот уже 15 лет телекомпания «Путь» имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова радует своих зрителей интересными телевизионными программами, полезными материалами на медиаплощадках с освещением главных событий нашего региона и за его пределами. Услышать новости, а также проповеди известных богословов, послушать суры и аяты из Корана можно в любой точке мира. По данной телерадиокомпании «Путь» хотелось бы отметить важность информации, которая предоставляется, удобство приема этой информации, то есть находясь в пути, в виде аудиолекций можно прослушать. Также дома отмечаю полезность информации. Я знаком с телерадиокомпанией «Путь» вот уже давно, где-то лет 6-7, вот так вот. Так как ваш канал работает и функционирует вот уже на протяжении 15 лет и гордо носит имя нашего первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, и несмотря на то, что существует много других средств массовой информации, ТРК «Путь», он обозревает все самые острые и важные какие-то темы, касаемые нашего региона. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отмечает, что в век информационных войн СМИ играют ключевую роль, как и чеченские бойцы, которые принимают участие в спецоперации. С Всемирным днем телевидения я хочу поздравить главу Чеченской Республики, Героя России, мобильного репортера и президента ЧКТРК Грозный, нашего коллегу Рамзана Ахматовича Кадырова. И также в его лице хочу поздравить всех телевизионщиков республики. А нас сотни, я сам тоже причисляю себя к телевизионщикам. У нас на 3 телеканалах в республике работают настоящие специалисты высокого класса, специалисты международного уровня, можно сказать. Мы ими гордимся. Самое главное, все телевизионщики и все журналисты Чеченской Республики, они патриотично настроены, они занимают твердую гражданскую позицию. Все понимают глубину смысла вот этой проводимой спецоперации сегодняшней. Каждый журналист несет ответственность только перед зрителем. Чтобы не совершить ошибку, он выкладывается на все 100. О своем первом опыте работы на ТВ рассказывает главный продюсер ЧГТРК Грозный Динар Мальсагова. Она работает уже 20 лет. Я журналист, и, соответственно, нет такого, что человек просто продюсер. Ты не можешь прийти и продюсировать новости, если ты не был журналистом, если ты не поработаешь на выездах, если ты не умеешь писать тексты, подавать информацию. Если ты не знаешь, что такое БЗшка, что такое сюжет, то и продюсировать ты новости тоже не сможешь. Такую же важную роль для телеканала играет и ведущий новостей. Это первый человек, которого видит зритель в телевизоре. Профессия ведущей творческая и непредсказуемая, ведь в прямом эфире может произойти любая непредвиденная ситуация. Самое важное для ведущего – это сохранять спокойствие в эфире. То есть могут быть какие-то проблемы. Например, для меня проблема – это когда бежит суфлер. А в начале это я очень терялась, я не знала, что делать, хотя у меня все подводки, весь текст был на столе. Я терялась, я не знала, что делать, но сейчас
все хорошо проходит. Помимо 3 главных телеканалов Чеченской Республики – ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, ЧКТРК «Грозный» и КТРК «Войнах», в республике функционирует студенческое телевидение «Студван». Проекту уже 6 лет. После моего выпуска я 2 года проработал в профсоюзе заместителем председателя. И вот как раз-таки, работая в студенческой среде, я видел, какие проблемы есть у студентов, какие площадки им необходимы. И в тот момент я уже понял, что вот такая медиаплощадка, студенческое телевидение, оно остро необходимо в первую очередь для того, чтобы студенты-журналисты могли как-то набраться опыта, прежде чем после выпуска устроиться на работу. Но и помимо этого разные проекты студенческие тоже требовали подобной площадки. И я уже пришел к тому, что в ЧГУ должно быть свое студенческое телевидение. И, конечно же, работая в этой сфере, мне хотелось после себя оставить какой-то заметный след. И в результате, благодаря поддержке ректора вуза, все это вылилось в студенческое телевидение. Это площадка для творческой реализации студентов. Студван освещает молодежные события из разных вузов и организаций региона. И не только. Молодое телевидение получило множество региональных и всероссийских наград. Телевидение существует уже 6 лет, и за это время мы добились, там перечислять, но главные наши достижения, это, наверное, премия ТЭФИ. Это вот буквально недель 3 назад мы выиграли Прометей. И, наверное, еще главным достижением, наверное, презентация нашего телевидения перед президентом страны Владимиром Владимировичем. Сейчас сложно представить современный мир без ТВ. И во Всемирный день телевидения журналисты рассказывают не только о событиях в мире, но и о себе. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Малик Мурзаев, Джабраил Синеев. Неделя. В Южной Корее местные жители против строительства мечети. Протестующие прибегают к радикальным мерам. А в Западной Африке Министерство образования разрешило девочкам ношение хиджаба в учебных заведениях. Об этих и многих других новостях из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». В городе Тэгу, Южная Корея, началось строительство мечети. Инициатором выступили 150 местных мусульман. Но нашлись те, кто против возведения святыни. На развернувшейся стройплощадке были установлены 2 стула, на которых находились головы свиней. Между ними развернули плакат с надписью «Мы против исламского храма». Король Объединенных Арабских Эмиратов совместно с президентом Индонезии посетили открытие новой мечети в индонезийском городе Сулу. Большая часть средств на ее возведение была определена главой королевства шейхом Абу-Даби Мухаммадом. Его пожертвования составили $20 миллионов. Сам же храм представляет из себя уменьшенную копию мечети в Абу-Даби. Разрешился вопрос о ношении хиджаба в школах Гамбии, Западная Африка. До недавнего времени девушкам запрещали его наличие. Объясняли это тем, что действие не соответствует регламенту учреждений. После многочисленных жалоб вмешалось Министерство образования республики. Оно разъяснило, что нетерпимо относится к любым актам, провоцирующим межконфессиональную напряженность. Таким образом, наличие платка стало допустимым. Набиля Саид, 23 года, стала первым депутатом и законодателем штата Иллинойс из числа мусульман. Девушка родилась в семье индийских иммигрантов, окончила университет Калифорнии. По ее словам, приверженность к вере и наличие хиджаба никак не помешает ее профессиональной стезе. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном прошла республиканская военно-патриотическая игра «Спартакиада». В ней приняли участие школьники из 8 районов региона. Здесь они показали свои навыки и умения в области начальной военной подготовки. В конце призеров соревнования ждали ценные призы от Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Команды из разных школ со всех уголков республики готовились к этому событию несколько месяцев. Показывать свои навыки начальной военной подготовки они будут в рамках «Спартакиады». Проходит она на базе военного комиссариата Чеченской Республики. В недавнем прошлом ген аусацы дезвой о территории Дяхин РТП проводить ирюэльчи так цецверолш замервай. Делресыл далаз облдойля амдажи. Ибо андолше войтан окерта гулла, окерта ошкетвой. И штарте мероприятие проводить его. Команды из 8 районов республики проходят сразу несколько конкурсов: подтягивание на перекладине, прохождение полосы препятствий, отжимание, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната. Еще один не менее важный конкурс – сборка и разборка автомата Калашникова. Конкурсанты должны сделать это максимально быстро и правильно. Для этого нужна ловкость, которая у ребят работает отлично.
Поддержать ребят приехал и министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Он рассказал, насколько важно воспитание патриотизма среди молодежи и формирование у них навыков начальной военной подготовки. По итогам всех игр победителем стала команда из Урус-Мартановского района. Они забрали Кубок победителя и ценные призы от Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике. Урус-Мартанский район, первой школе раду, одюманиша, стрельба, делесхил, согоч, хоздода. Остальные призеры также получили грамоты и призы от министерства. Закончилась игра общей памятной фотографией. Мухаммад Жумалайла, Мусра Даудов, Истамаль Султанов. Неделя. В Ачхой-Мартане прошло мероприятие, направленное на допризывное воспитание молодежи и популяризацию здорового образа жизни. Беседа с учащимися прошла в стенах 6-й школы. Организаторы мероприятия рассказали школьникам об экстремизме и его видах, а также о последствиях неправильного использования социальных сетей. После профилактической беседы школьникам задали вопросы на знание истории региона. Отличившихся наградили книгами. Экстремизм, терроризм, патриотическое воспитание, чулоч, Украине, адол, чолха, хейрш, дюч, ишт мероприятие, да я харнистелет ватан. Дерез хо школ директор юшли аны нахил, дерез хо када меллехчар нахил, хзнеясен доктор алети, берш кигир хошалети. В Мариуполе идет восстановление мечети. Она пострадала еще весной из-за обстрелов со стороны националистов. Реконструкцией святыни занимается региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Обновляется облицовочный мрамор, ремонтируется купол и минарет. Дополнительно утепляются стены. Также фонд Кадырова по просьбе духовенства строит дополнительные помещения для нужд святыни. Из Мариуполя сюжет Шамиля Эрсенбиева. Эта мечеть единственная в Мариуполе. Построена относительно недавно, в 2007 году. Названа в честь султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Весной этого года она подверглась обстрелам со стороны националистов. Из-за действий боевиков мечеть пострадала. Однако совсем скоро следов тех событий не останется. За восстановление святыни взялся региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Строительный процесс идет без выходных. Трудятся здесь рабочие со всей страны. Денис Ким приехал из Ростова. Он и его коллеги завершили все электромонтажные работы. Проложили новые кабельные линии снаружи и внутри. Сейчас начинают замену уличных фонарей и всего освещения. Говорит, что работать и жить в городе безопасно. Касаемо работы, жилья, условий и наверное, многих волнует вопрос, там стреляют, не стреляют. Тихо, спокойно, абсолютно. Безопасно. Да, безопасно. Меняется мрамор, которым облицована святыня. Заменены фрагменты купола. При этом мечеть продолжает принимать верующих. Мы служим здесь, несем службу. Каждый день 5 раз намаз. Люди приходят, с ними вместе. Тут мусульмане, там рабочие Киргизии, там узбеки, много приходят. Зал полный. Дополнительно утепляются стены мечети. По просьбе местного духовенства региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова также строит ангар для дополнительных нужд. Фонд Ахмата Кадырова. Мечеть ремонтируется, реконструируется. Спасибо Рамзан Кадырова. Он вообще-то патриот мусульман. Вот. Спасибо, благодарим мы, что скоро мечеть будет готова. И мы будем служить с ней. Проблем с поставками материалов и в чем-либо другом нет, говорят строители. Работы идут в соответствии с графиком и соблюдением всех строительных норм. Шамиль Эрсенбиев, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. Также региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова восстанавливает собор святого архистратига Михаила в Мариуполе. Религиозному объекту нанесен большой урон из-за обстрелов со стороны националистов. Сильнее всего пострадала юго-восточная сторона храма и воскресная школа. Строители уже провели все необходимые обследования, подвели временные коммуникации и инженерные сети. Финансируется объект за счет средств фонда имени Героя Российской Федерации Ахмата Хаджи Кадырова. На сегодняшний день выполнены следующие мероприятия на объекте.
Значит, проведено техническое и инструментальное обследование этих двух в большей степени пострадавших сооружений, по которым были приняты решения произвести капитальный ремонт здания главного собора и реконструкцию воскресной школы. На сегодняшний день также выполнены все геологические, геодезические инженерные изыскания и ведется проектно-изыскательские работы. Следующий этап – это демонтаж здания воскресной школы и, соответственно, утверждение разработанного проекта, проектных решений. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!